2 года без газа. Жители 2 пятиэтажных домов в Якутске никак не могут добиться, чтобы им снова подключили газоснабжение. Отключили его в 2016 году. Ситуацию усугубляет тот факт, что тарифы на электроэнергию остались прежними. И именно при помощи электроприборов жильцам домов приходится готовить себе еду. Ситуация разбирался наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Газ был отключен для безопасности самих жильцов. Тогда 2 года назад во время проверки газопровода была обнаружена неисправность. Дома по адресу Дзержинская 36 и 34 были отключены в связи с наличием угрозы. То есть поступил сигнал о наличии угрозы во время техобслуживания и подтверждающий актом обследования. После газораспределительные трубы должны были поменять за счет фонда капитального ремонта. Однако из-за нехватки финансовых средств работы были приостановлены. Жильцы еще в 2016 году оплатили оценку технического состояния газовых труб, причем из собственного кармана. Управляющая компания «Промышленный» заключила договор с некой московской фирмой, которая и провела эту оценку. Однако, как оказалось, компания предоставила неполный пакет документов. После проведения этих работ они предоставили заключение, которое не соответствовало приказу Ростехнадзора 613. Поэтому мы, в свою очередь, вернули это заключение, чтобы они дополнили. Но до сегодняшнего дня исправленного заключения в наш адрес не поступало. Сейчас жильцы дома обвиняют во всем свою управляющую компанию, ведь именно они нашли эту фирму и заключили с ней договор. Видимо, это компания, которая проводила у нас диагностирование. Видимо, это немножко нелегальная организация или что. Поэтому именно страдаем от этого мы из-за неправильного действия нашей управляющей компании. Это, видимо, какая-то мошенническая организация, либо что, мы точно не знаем, но диагностику нам не признают, и поэтому нам газ не подключают. При этом управляющая компания не спешит и изменить тариф. Так, за электроэнергию, которую жильцы вынужденно потребляют теперь больше, они платят так же, как и при подключенном газоснабжении. 2 года мы уже являемся заложниками такой проблемы, как отсутствие газа в нашем доме. Мы вынуждены все квартиры, 80 квартир в нашем доме, использовать электрооборудование, за которое мы перерасчет не получаем. Если мы раньше платили 800 за свет, то сейчас мы платим 2000. Вот переплачиваем 1200, получается. За официальным комментарием мы поехали в управляющую компанию, но там от общения с прессой отказались. Впрочем, и от своих клиентов, по их словам, в управляющей компании отмахивается. Остался один выход, уверены жильцы. Они обратились за помощью в общественную организацию прав потребителей. Трубы газопотребления и газораспределения, которые имеют бытовое назначение, они не относятся к промышленно опасным объектам. И я не знаю, значит, от кого исходит такая инициатива, причем противоречащая законодательству Российской Федерации о том, чтобы техническую диагностику проводили именно лаборатории промышленной экспертизы газового оборудования. Теперь в ситуацию будут разбираться уже в суде. Дмитрий Тымыров, Артем Алексеев, Якутск.